Xayrlı gün, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сіз жұрнағы. Аффикс сіз словообразовательный в казахском языке. Это отрицательный аффикс, который образует отрицательные прилагательные. Когда у какого-то объекта, предмета есть определение, которое определяется тем, что у него отсутствует какое-то качество, какой-то предмет или прочее, то мы употребляем данный аффикс. Если непонятно мое определение, то просто давайте попрактикуем данный аффикс. Мысалы, білім. Если это человек, у которого есть знания, мы говорим білімді. Если у человека нет знаний, они отсутствуют, и он впоследствии безграмотный, мы говорим білімсіз. Здесь всего один вариант, твердый и мягкий, поэтому все очень просто. К любому твердому слову мы добавим сыз, к любому мягкому сыз. Акыл – это ум, разум, акылсыз. Это глупый, акылсыз, неумный, недальновидный человек. Акылсыз, ну давайте теперь уже не будем говорить о качествах человека ментальных, теперь будем говорить о том, что у него отсутствует, у человека, у одушевленного, у неодушевленного предмета отсутствует какой-то предмет. Например, пусть это будет ветер. Безветренный, желсіз. Без дождя день прошел. Год, весна какая-то недождливая. Или осень, когда она должна быть такой. Жаңбырсыз. Не советую вам доводить человека до такой степени, чтобы он вам сказал «Оятсыз». Это очень тяжело. Это бессовестно. Яд, совесть. Бесстыжий, бессовестный. Ну, какое-то предприятие, организация, в которой должна быть техника, но ее нет. Просто здесь на стенде написано техника. И я придумываю слово техника сыз. Абсолютно к любому слову можно добавить, к любому существительному можно добавить этот аффикс. Например, наша аудитория какая? Если бы здесь не было доски, я бы сказала, был аудитория дәрісхана. Тақтасыз. Дословно это будет бездосочная аудитория. В русском языке такого словообразования оно есть, но оно не такое активное, как в казахском языке. Поэтому очень простой аффикс с двумя фонетическими вариантами дает вам возможность пополнить ваш словарный запас. Я очень рада, что сегодня вы пополнили свой словарный запас порядком на столько же слов, сколько вы знаете существительных. Если вы знаете до этого дня 300 существительных, у вас еще в словарном запасе теперь 300 прилагательных. Выполните все практические задания по данным видеоурокам, под данной видеограмматикой. Назарларыңызға көп